Вы смотрите итоги дня на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале об основных темах этого выпуска. Вскрытие основных рек в этом году ожидается на уровне среднегодовых значений. Состоялось очередное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы республики. В Якутске продолжается капитальный ремонт центральной улицы. Расскажем, на какой стадии находятся ремонтные работы и какой участок открыли для проезда транспорта. 120 новых благоустроенных дворовых территорий в Якутии. Продолжается реализация программы «1000 дворов», инициированной Министерством по развитию Дальнего Востока. Содействие развития кадрового потенциала региона. Лучших педагогов республики отметили денежным вознаграждением. Любовь земная и небесная, которая, преодолев препятствия, смогла сохранить себя благодаря смелости. В Якутске состоялись премьерные показы детского якутского балета «Сказочная долина». В поселке Пеледой Ленского района обгорел мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Пожар возник из-за возгорания венков и цветов, которые возложили накануне в День Победы. Огонь уничтожил все записи на стендах с именами воинов. Скульптура солдата повреждена частично. При изучении видеозаписи с камеры уличного наблюдения было установлено, что 10 мая у памятника без присмотра родителей играли дети. Они поджигали декоративные свечи, находившиеся у подножья. Из-за ветреной погоды огонь перешел на расположенные рядом искусственные венки и цветы, сообщили в пресс-службе МВД Якутии. Жители Пеледой обратились к нам в редакцию с просьбой дать широкую огласку. Монумент был установлен в 1974 году и является памятником культурного наследия республиканского значения. По поручению прокуратуры Республики Саха-Якутия, прокуратура Ленского района организовала проверку по факту возгорания в ночь на 11 мая текущего года памятника воинам-пеледуйцам, участникам Великой Отечественной войны. На место выехал заместитель прокурора Ленского района Михаил Ефимов. В результате возгорания повреждены стены памятника с именами погибших, уничтожены венки, возложенные к подножию памятника в рамках празднования 77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Площадь повреждений составила 5 квадратных метров. Предварительно установлено, что возгорание произошло в результате опрокидывания зажженной лампады несовершеннолетними во время игры. Ущерб устанавливается. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, об охране объектов культурного наследия, надлежащего обеспечения общественного порядка и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Акция «Бессмертный полк» во время парада в честь 70-летия Великой Победы в Якутске стала одной из самых трогательных событий. В шествии после двухлетнего перерыва приняли участие более 47 тысяч горожан и гостей столицы. По республике цифра перевалила за 120 тысяч. Потомки воинов вышли с портретами своих предков, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Были среди них и портреты бойцов, погибших во время специальной операции России на Украине. Видно, что люди они заждались этого, и они тем более, что международная обстановка такая у нас серьезная сейчас, и люди сплотились. Они сейчас, когда наша армия ведет борьбу с нацизмом на Украине, то они вышли поддержать и вспомнить своих героев. Во время пандемии мы все увидели, какая у нас активная молодежь. И в акции «Мы вместе» очень много участвуют, и очень много у нас молодежи участвовали в помощи тем людям старшего возраста, которые сидели во время пандемии, вынуждены были сидеть дома. Сейчас мы видим, что очень много волонтеров у нас помогают и в штабе по гуманитарной помощи ЛНР и ДНР. Очень многие у нас уже выехали в Донецкую республику, там помогают с гуманитарной помощью. Акцент на молодежи правильно делать, и мы должны поддерживать нашу молодежь, потому что сейчас она, скажем так, на острие борьбы. И мы все должны, и общественность, и государство, все вместе работать над тем, чтобы у молодежи были перспективы, чтобы она жила в достойной стране и чтобы она могла все свои цели реализовать.
Санкции не мешают республике продолжать сотрудничество и поддержку связей со странами Северо-Восточной Азии. Об этом заявили в председательстве МИД России в Якутске. Так, в прошлом году республику посетили и посол, и генеральный консул Японии в Хабаровске. Состоялась встреча главы республики с послом Кореи. А экономика обеих стран заинтересована в развитии Северного морского пути, передают в представительстве МИД в Якутске. Между тем, с 20 по 21 апреля состоялась поездка делегации под руководством постоянного представителя Российской Федерации при президенте России в город Донецк. В ходе поездки были озвучены перспективы социально-экономического сотрудничества и подписано совместное коммюнике. Я думаю, что в ближайшее время и с Луганской республикой также будет заключено аналогичное коммюнике. И еще бы хотела отметить, что одним из первых, кто к нам обратился, то есть представительство МИД России, был Государственный Чурапчинский институт физической культуры и спорта, который предложил места для учебы студентов из этих республик с предоставлением общежития за счет федеральных средств бюджета. К паводку во всеоружии сегодня состоялось очередное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы республики Айсена Николаева. Согласно текущему анализу гидрологической обстановки, а также прогнозам синоптиков, вскрытие основных рек в этом году ожидается на уровне среднегодовых значений, местами с незначительным отставанием на 1-2 дня. Наиболее опасная паводковая обстановка прогнозируется на реке Колыма, где в результате подъема уровня воды в зону возможного затопления попадают взлетно-посадочные полосы поселка Зырянка и города Среднеколымска. В связи с чем вышло распоряжение председателя правительства региона на выделение почти 9 миллионов рублей на укрепление дамбы в Среднеколымске. Также особое внимание будет уделено берегоукреплению Якутска. Сегодня также дано поручение Государственному комитету по безопасности жизнеобеспечения населения, чтобы завтра был поднят борт по наблюдению центральной группы районов малых рек. И по прилету мы сделаем определенные выводы. Если есть необходимость дополнительных работ, мы об этом главе доложим и устраним и приступим к работе. В целом на реке Лени нижняя кромка ледохода отмечается в 15 километров выше города Ленска. На участке реки Лена и Ленска-Мача суточный подъем уровней воды составил до 1,3 метра. Наблюдаются подвижки льда и разводья. А у села Нюя лед поднялся. В ближайшие сутки двое у гидропоста Нюя Ленского района начнутся подвижки льда. Ниже по течению продолжается рост уровней воды от 10 до 40 сантиметров за сутки. На реках Алдан и Вилюй отмечается повышение уровней воды различной интенсивности. На реке Вилюй в пределах Сунтарского района в ближайшие сутки двое ожидается подвижки льда. На всем протяжении реки Амга суточный подъем уровней воды составил от 10 до 60 сантиметров. У села Амга начались подвижки льда. На реках севера и северо-востока сохраняется зимний режим. Продолжаем тему. В Ленском районе паводковую ситуацию контролирует оперативная группа Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия, которая прибыла в Ленск 6 мая. За вскрытием реки следит и наш корреспондент Анна Кожевникова. Подвижка льда в районе города Ленска на реке Лена была вечером 10 мая. И набережная Ленска моментально наполнилась горожанами. Это естественное явление для периода ледохода на Лене после трагического наводнения 2001 года. Паводок для ленчан – тревожное и волнительное время. На 7 утра 11 мая 2022 года у нас ситуация такова. Нижняя кромка ледохода по реке Лена у нас находится в районе 20 километров выше города Ленска, а верхняя кромка ледохода находится в 80 километров выше города Ленска. И на протяжении вот этого участка там проходит местами густой, местами уже редкий ледоход. Уровень воды низкий по оценкам специалистов. В районе Ленска 454 сантиметра. Подвижки наблюдались в селах ниже по течению Мурья, Батама и Нюя. Контролирует прохождение паводка на реке Лена опергруппа Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия, которая прибыла в Ленск 6 мая. 7-го сотрудники МЧС провели осмотр дамбы. Осмотрели водопропускные устройства. Они сейчас находятся в закрытом состоянии. Проблемных вопросов по докладу администрации пока нет. По информации гидрометеорологической службы, серьезных
проблемных затороопасных участков не ожидается. Также в составе группы имеются взрывники и вертолет, а в Ленске есть запас взрывчатых средств. В случае необходимости при заторах специалисты будут в кратчайшие сроки доставлены на проблемные участки. Ледоход наблюдается и на реке Нюя, чуть выше села Артанахара. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске продолжается капитальный ремонт центральной улицы. Напомню, что работы на проспекте Ленина начались осенью прошлого года и проходят в 2 этапа. На прямой линии с главой региона Айсеном Николаевым 26 апреля были внесены коррективы по проекту строительства и ремонта проспекта. Сейчас все силы направлены на завершение участка от площади Орджоникидзе до площади Дружбы народов. Подробнее о том, на какой стадии находятся ремонтные работы и какой участок открыли для проезда транспорта, смотрите в материале Светланы Амосовой. С раннего утра и до позднего вечера на главной транспортной артерии столицы региона интенсивно ведется капитальный ремонт всей улицы. В работе задействовано порядка 35 единиц техники и более 20 дорожников. Сейчас в основном у нас ведутся работы по разработке котлована. Это получается с перекрестка Амосова до перекрестка Кирова. С Короленко до Амосова отсыпаем пирог. Проспект Ленина будет расширен до 4 полос. Отремонтируют только в этом году около 3 километров проезжей части, общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. По словам подрядчиков, на некоторых участках работы идут с опережением, а на других с небольшим отставанием. Из-за работы на нескольких смежных участках доставка инертных материалов, ну и вообще самого материала, она поставляется крайне трудно. Улица у нас находится в перегруженном режиме, поэтому темп такой умеренный. Поэтому работаем как и в светлое время, так и в ночное время. Но поставка материалов, работы по карьерам, они ведутся у нас в круглосуточном режиме. Укладка дорожной одежды будет в июле, а благоустройство тротуаров запланировано на конец мая, начало июня. На сегодняшний день ее завоз у нас порядка 20% в городе Якутске находится. Сейчас находится в поселке Бестях на той стороне до открытия навигации еще порядка 40% уже. Ну то есть к 25 мая, к 30 мая у нас будет 100% это бордюры гранитные завезены и гранитная плитка, которая идет тоже на укладку по тротуарам на данном объекте. От общего объема строительно-монтажных работ выполнено 30%. Для ускорения темпов ремонта в прошлом месяце было принято решение перейти на круглосуточный режим работы. Но уже через пару дней в адрес подрядчиков посыпались жалобы из-за сильного шума техники в ночное время. Теперь основные работы проводятся только до 11 вечера. Все ремонтные работы от площади Орджоникидзе до площади Дружбы народов дорожники планируют завершить до конца сентября этого года. Старые заборы, урны, скамейки, рекламные щиты и парковочные ограждения заменят на новые. И уже к сентябрю центральная улица Якутска преобразится и станет доступной для всех жителей города. С 10 мая по временной схеме открыли сквозное движение от улицы Кулаковского до Петровского. Это сделано для того, чтобы немного разгрузить и другие дороги города. А проезд по перекресткам с улицы Амосова и Курашова откроется не раньше 25 мая. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Якутск. Между тем, по программе «1000 дворов», инициированной Министерством по развитию Дальнего Востока в Якутии, появится более 120 новых благоустроенных дворовых территорий. 75 из них в столице региона. Остальные в 37 муниципальных образованиях. На эти цели выделено более 840 миллионов рублей. Подробности в сюжете Александра Хавренко. В конце этой недели в 75 дворах столицы начнутся работы по возведению и капитальному ремонту дворовых территорий, детских и спортивных площадок. На благоустройство одного двора выделено от 8 до 10 миллионов рублей. Жители домов самостоятельно подавали заявки для включения их двора в программу, и после отбора общественной комиссии перечень домов, попавших в программу, был утвержден. Капитальный ремонт дворов и площадок мы на сегодняшний день рассматриваем как и частичное благоустройство. Да, если мы видим, что двор действительно очень хорошо благоустроен, и они фактически ведут хорошо свой двор, благоустраивают, мы можем рассмотреть непосредственно обустройство спортивной или детской площадки. Но есть, конечно, дворы, где полностью отсутствуют какие-либо виды благоустройства. И тут, естественно, мы уже подходим полностью с нуля.
демонтируя все старое и с нуля проектируем новый двор в соответствии со всеми требованиями по функционалу. Еще 49 новых дворов с игровыми площадками появятся в 37 муниципальных образованиях. Во многих маленьких населенных пунктах до этого времени детские площадки отсутствовали, и для жителей это, конечно, значимое событие. В маленьких селах, да, это вообще беспрецедентный такой у них сейчас выделяются вообще вот огромные средства. Ну, для них это огромные средства, и вообще в некоторых районах даже не было детских дворов. Поэтому это, я думаю, для развития районов это вообще огромный вклад. По всем объектам фактически 80% уже заключены контракты на строительство всех дворовых территорий. Уже в конце этой недели или в начале следующей подрядчики приступят к работам на первых площадках. Завершить все работы планируется к октябрю 2022 года. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. В Нейрунгри в Южно-Якутском технологическом колледже состоялось заседание Координационного совета горнодобывающего профессионально-образовательного кластера под председательством министра промышленности и геологии республики Максима Терещенко. Ключевым вопросом заседания стало участие в новом федеральном проекте «Профессионалитет». Для колледжа это новый уровень профессионального образования, который позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество между учреждением и горнодобывающими предприятиями. Проект «Профессионалитет» содержит 3 ключевые инициативы. Первая – это интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных кластеров. Вторая – внедрение новых образовательных программ, предусматривающих в том числе оптимизацию сроков обучения до 2 лет для рабочих профессий и специальностей и до 3 лет для более технологичных. И третье – воссоздание государственной системы подготовки кадров для предприятия. На сегодняшний день мы как раз в рамках заседания кластера утвердили перечень основных программ. Это касается программ как подземной добычи, так и открытых горных работ, машинистов на открытых горных работах и многие другой перечень. В том числе сегодня наши партнеры внесли предложение о том, что необходимо в этот перечень включить профессии и специальности по железнодорожному транспорту, а также рассмотреть возможность направлений строительных. На предстоящий 2023 год в список участников проекта внесена угледобывающая отрасль. Угледобывающая компания «Колмар» первая подтвердила свое согласие на участие в программе. Не буду лукавить, если скажу, что 60% выпускников колледжа являются уже в настоящий момент нашими сотрудниками. При этом мы с готовностью забираем ребят не только уже после выпуска, но и на производственные практики. Лучшие из них уже на моменте обучения трудоустраиваются, успешно работают, и к моменту выпуска они имеют не только диплом специалиста, но и в том числе достаточно большой производственный опыт в нашей компании. В июне 2022 года Министерством просвещения Российской Федерации будет объявлен конкурс на выделение целевого финансирования данного проекта по угледобывающей отрасли. А старт федерального проекта назначен на 1 сентября 2023 года. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нейрунгри. 100 тысяч 100 учителям. Лучшие педагоги республики получили денежные вознаграждения в связи со столетием образования якутской автономии. Конкурс был объявлен в марте этого года. Главная его цель – содействовать развитию кадрового потенциала региона через стимулирование и поощрение лучших педагогов. На конкурс было отправлено более 300 заявок со всех уголков республики. Лучшие из педагогов уже получили денежные вознаграждения. Ульяна Шагина продолжит тему. Это что за программа? Непроизносимые согласные. Вот уж поистине не работой, а призванием стало учительство для Малины Олисовой. Заслуженный учитель республики Малина Михайловна за 40 лет работы в школе выпустила сотни детей. А главной ее гордостью и итогом деятельности является успех ее учеников, за которыми учитель начальных классов всегда старается следить. Я иду с ними в мир знаний. Я хочу, чтобы эти маленькие дети в будущем стали востребованными, самостоятельными, творческими людьми. Я люблю свою профессию. Я очень рада и счастлива, что я выбрала эту профессию. Это мое призвание. И вообще цель моей жизни.
Дети берут пример с активного учителя, считает Малина Михайловна. Поэтому дополнительное образование – одно из главных составляющих для педагога. Методика ментального обучения, секреты скорочтения, сингапурский способ познания знаний. Вот лишь только того, чем пользуется учитель, обучая детей, для которых начальная ступень – важная образовательная база. Проходим разные уроки, пишем в тетрадях все упражнения и так далее. Насколько интересно? Очень интересные, нам очень нравится. В школе номер 2 работают 117 учителей. Выбрать среди них лучшего было нелегкой задачей. Конкурс был очень серьезный. Не только среди своих коллег. Нужно было войти в 100 лучших городских, а затем и республиканских учителей. Ну, учреждение такой премии, конечно, очень приятно, потому что это премия как поддержка, как государственная поддержка, как признание работы учителя. Ведь учитель – это фундамент жизни. Учредили республиканскую премию впервые и приурочили к столетней дате образования якутской автономии. Министерство образования и науки региона как организатор выбирал победителей по нескольким критериям. Одно из главных условий – стаж работы не менее 5 лет, использование современных технологий в образовании, результативность участия воспитанников в различных олимпиадах. По итогам, конечно, выявили 100 лучших педагогов нашей республики, которые получат по 100 тысяч рублей. И вообще мы будем чествовать эти имена 100 лучших педагогов в течение этого года. И завершающее мероприятие как раз-таки в этом году у нас состоится 14-й съезд учителей и педагогической общественности Республики Саха-Якутия. Отрадно, что 100-тысячной премии удостоились не только учителя, но и педагоги дополнительного образования в сфере культуры и спорта. Ульяна Шагина, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Якутск. Масштабирование проектов в области культуры, науки и сельского хозяйства. Состоялась встреча главы Якутии и первого президента республики. Якутский проект «Музыка для всех» будет масштабирован на другие регионы и страны. Об этом сообщили по итогам встречи. Напомним, проект «Музыка для всех» реализуется в Якутии по инициативе первого президента республики с 2013 года. На встрече также обсудили вопросы развития сельского хозяйства, в частности табунного коневодства. Планируется усилить отрасль научным сопровождением. Обсужден ряд вопросов по поддержке экономики и населения в условиях санкций и реализации федеральных мер. Хотим нынче отметить довольно широко 145-летие рождения Кулаковского Алексея Елисеевича. С таким расчетом, что это стартом было, чтобы приступить уже к широкомасштабной подготовке 150-летию. Так, и мы хотели бы, что нашего мыслителя, нашего философа, нашего великого мыслителя достоянием было и его широко отметить в стенах ЮНЕСКО и Института мировой литературы в городе Москве, Российской академии наук. А что касается сельского хозяйства, вот у нас обмен был дальнейшее развитие табунного коневодства. Ее надо закрепить, научно обеспечить, Хорошо было бы филиал Российского института коневодства открыть, да, получить лицензии многопрофильной, подготовку многопрофильных специалистов-коневодов, чтобы он был и зоотехником, и ветврачом, и провести на будущий год всероссийское совещание табунного коневодства в городе Якутске. И эти вопросы вынести там и широко обсудить. В Кузбасс прибыли юные хоккеисты из Узбекистана, участники образовательной программы Международного комитета игр «Дети Азии». Юных спортсменов ожидают тренировки под руководством одного из опытных тренеров Кузбасса по хоккею Артема Резника. Тренировки будут проходить как на льду, так и в спортивном зале. Напомним, вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся с 23 февраля по 5 марта 2023 года. Одновременно в 4 городах Кемеровской области.
области. Ожидается, что участниками станут около 1000 спортсменов из стран Азии и регионов России. В программе 10 видов спорта. Всего мы будем проводить образовательную программу по 4 видам спорта. Это сноуборд, горные лыжи, шорт-трек и хоккей. Осенью мы ожидаем также команду Объединенных Арабских Эмиратов. Это проект комитета, который мы реализуем совместно с правительством Кемеровской области на спортивной базе Кузбасса. И один из, скажем так, первых промежуточных этапов – это участие этих спортсменов во вторых зимних играх «Дети Азии» 2023 года. И в завершении выпуска о культуре. Сегодня состоялись премьерные показы детского якутского балета «Сказочная долина» на сцене Государственного театра оперы и балета. Они посвящены столетию образования якутской автономии. На спектакле побывала и моя коллега Кристина Якупова. Сюжет спектакля заимствован из народной сказки и пьесы поэта Якутии Ивана Гоголева. Он рассказывает о любви земной и небесной, которая, преодолев невозможные препятствия, смогла сохранить себя благодаря смелости, терпению и щедрости души героев. Большинство исполнителей – ученики и студенты Якутской балетной школы. В главных партиях – артисты театра оперы и балета Елена Посельская и Леонид Попов. Для них это особенные роли. История очень интересная, она с таким национальным колоритом, да, очень интересно было, да, я сначала исполняю роль птицы, потом превращаюсь в девушку. Исполнять национальный детский балет – это очень такая большая честь для меня в столетии нашей республики, это очень здорово, очень волнительно. Еще одну главную роль в спектакле второй год подряд исполняет ученик Якутской балетной школы. Этот персонаж вначале капризный такой, не хочет работать, весь усталый, но в конце у него появляется совесть, и он становится таким правильным мальчиком. Очень много репетировали. Я рад очень сильно. И то, что именно из всех 100 детишек меня выбрали. «Сказочная долина» – это совместный проект балетной школы, Государственной филармонии и Театра оперы и балета. Была проведена огромная работа. Это от написания либретто до написания самой музыки. Замечательная классическая национальная музыка композитора Кирилла Афанасьевича Герасимова, которая была поставлена именно с хореографом, со мной, да, что очень ценно и важно. Получилось полноценное профессиональное балетное полотно. Премьерные показы балета «Сказочная долина» прошли на ура. Артисты продемонстрировали все свое умение. Помимо спектаклей на якутской сцене, студенты балетной школы становятся лауреатами и дипломантами многих международных и всероссийских конкурсов. Это показывает, что балетное искусство в Якутии держит правильный курс, работая в ногу со временем. Кристина Якупова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. На этом у нас все новости. Именно таким мы запомним уходящий день. Всего доброго и до новых встреч в эфире.